С 24 по 30 апреля проходит Всемирная неделя иммунизации. Это ежегодное мероприятие. В этом году оно проходит под лозунгом «Вакцины приносят результат для каждого поколения». Иммунизация – наш надежный щит против инфекционных заболеваний. Этот метод основан на создании или укреплении иммунитета с помощью вакцин. Вакцинация – одно из величайших достижений медицины, позволившее спасти миллионы жизней и предотвратить распространение опасных болезней. К слову, у нас в Абхазии большие проблемы с вакцинацией как детского, так и взрослого населения. До пандемии такой проблемы не было, но после ковида ситуация усугубилась до того, что количество вакцинированных детей по календарю составляет всего 20% от общего количества. Министерство здравоохранения сейчас вплотную занимается данным вопросом и планирует к 2027 году выйти к хорошему результату. Сегодня мы с вами узнаем о том, что такое иммунопрофилактика и почему она так важна. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Врачи-медики, мы для информации, мы делаем себе тоже вакцины. Никаких планов по выполнению процента вакцинации не существует. Коллективный или популяционный иммунитет – это защита от инфекционного заболевания. Его цель – сопротивление распространенности инфекции. Если нас хотят уничтожить, то мамочки, которые антибиотики дают, легче через другой препарат, чем через вакцину, потому что вакцину не все делают. Дорогие родители, берегите своих детей, вакцинируйте, никого и ничего не бойтесь. Сегодня только ленивый не обсуждает проблему вакцинопрофилактики. Особенно интернет-площадки интенсивно говорят об этой проблеме, привлекая к ее обсуждению представителей всех слоев общества. Как правило, те, кто бурно обсуждает этот вопрос, обычно не являются специалистами. Ни один из тех, кто утверждает о вреде иммунопрофилактики, не лечил больного корью, ни у одного из них на руках не умирал ребенок от дифтерии, никто из них не видел парализованного 5-летнего малыша, еще вечером ложившегося спать подвижным и активным. И случалось такое обычно с детьми, чьи родители поддались мнению этих специалистов в кавычках и не привили ребенка от дифтерии, полиомиелита и других инфекций. Вокруг вакцинопрофилактики существует много мифов. Заблуждение первое. Вакцинация – противоестественная для организма процедура. На самом деле процесс вакцинации, то есть попадание во внутреннюю среду организмов живых или мертвых микробов и вирусов или их фрагментов, начинается с момента рождения и продолжается практически всю жизнь. Миф первый. У ребенка после вакцинации обязательно поднимется температура и будет побочная реакция. Но это не так. Вакцинация не всегда влечет за собой повышение температуры и другие побочные эффекты. Как и любые другие лекарственные средства, вакцины могут вызывать побочную реакцию, такие как повышение температуры, боль и отек в месте инъекции. Такие все реакции, как обычно, проходят бесследно в течение нескольких дней. Миф второй. У детей есть природный иммунитет, который может пострадать, если его нагружать многочисленными прививками. Иммунную систему невозможно перегрузить вакцинами, а отказ от вакцинации может, напротив, причинить серьезный вред здоровью, поскольку у ребенка нет природного врожденного иммунитета от опасных инфекций. Вакцинация – это достижение науки, которое в контролируемой и безопасной форме помогает ребенку приобретать защитные механизмы с первых дней. Современные вакцины содержат минимальное количество антигенов. Этого достаточно для того, чтобы организм выработал клетки памяти и при встрече с настоящим врагом ответил в полную силу. Что касается перегрузки, то это просто миф. Наша иммунная система работает постоянно, оберегая не только от кори, паротита и других известных инфекций, но от тысячи других, с которыми она ежедневно борется. Так успешно, что мы этого и не замечаем. Миф третий. Иммунитет, приобретенный естественным путем после перенесенной болезни, лучше, чем иммунитет, приобретенный после вакцинации.
Это неправда. Естественная инфекция может вызвать серьезные, даже смертельные осложнения. Это относится и к тем болезням, которые многие люди считают неопасными для жизни, например, корь. Более того, естественная инфекция не всегда обеспечивает ребенка долгосрочным иммунитетом. Миф четвертый. Организму легче справляться с вирусной нагрузкой, если вводить вакцины по одной, а не несколько одновременно. У иммунитета не существует определенного предела, дальше которого защита начинает ослабевать из-за слишком большой нагрузки. Он постоянно реагирует на многочисленные бактерии, которыми наполнена окружающая нас среда. Давно доказано, что введение многокомпонентных 5- и 6-компонентных вакцин воспринимается организмом так же, как и введение моновакцин, и иммунная реакция проявляется в равной степени. При этом ребенку гораздо легче переносить один укол. Самое распространенное заблуждение – вакцина вызывает аутизм. Многочисленные масштабные исследования, охватившие миллионы детей в разных странах, не выявили никакой причинно-следственной связи между вакцинацией и расстройствами аутистического спектра. Заблуждение возникло после публикации в 1998 году сфальсифицированного исследования Эндрю Уэйкфилда в одном журнале. Впоследствии статья была отозвана, данные признаны ложными, а автор лишен медицинской лицензии. Почему возникает иллюзия связи? Первые признаки аутизма, регресс навыков речи, часто проявляются у детей в возрасте 12-24 месяцев, и именно в тот период, когда по календарю проводится плановая вакцинация. Это совпадение во времени ошибочно принимается за причинно-следственную связь. Слухи о связи аутизма и вакцинации распространились через абсолютно дискредитированную публикацию в 90-е годы. Позже было доказано, что исследование было основано на ложных данных. С тех пор было проведено множество исследований, которые окончательно подтвердили, что вакцины не вызывают и не увеличивают риск развития аутизма. Игнорирование иммунопрофилактики может привести к возвращению опасных инфекций. Полиомиелит грозит пожизненным параличом, дифтерия, параличом и поражением сердца. Эпидемический паротит бесплодием и диабетом, гепатит Б циррозом и раком печени, а краснуха во время беременности тяжелыми пороками развития у плода. Отсутствие прививки от столбняка может стать смертельным даже при незначительной травме. Риск тяжелого туберкулеза с фатальными осложнениями у непривитых людей возрастает в десятки раз. Являются ли вакцины безопасными? Возможно, вы удивитесь, но ваш ребенок подвержен большему риску и опасности заразиться заболеванием, предотвращаемым вакцинацией, чем пострадать от самой вакцины. Болезни гораздо опаснее, чем вакцины. Перед тем, как использовать вакцины, они проходят тестирование на безопасность, включая клинические исследования. У нас в Абхазии используют вакцины, которые прошли многоразовую и тщательную проверку на качество и эффективность. Для ваших детей доступны вакцины, соответствующие международным стандартам. Какие бывают вакцины? Вакцины бывают живые, ослабленные и инактивированные. Характеристика этих вакцин различаются и определяет механизм действия вакцин. Живые вакцины содержат живые, ослабленные возбудители. И при производстве вакцины вирусы ослабляют до тех пор, пока они не теряют способность вызвать болезнь, но еще сохраняют способность формировать защиту. Иммунный ответ на живую вакцину практически идентичен иммунному ответу на естественную инфекцию. А инактивированные вакцины получают разными путями. Они могут содержать целиком убитый микроорганизм. Это бактерия или вирус. Обычно первая доза не обеспечивает защитный иммунитет, а только запускает выработку первичного ответа иммунной системы. Защитный иммунитет вырабатывается только после введения нескольких последующих доз. Может ли мой ребенок заболеть из-за вакцины? Может ли у него случиться аллергическая реакция на вакцину? Каждый год миллионы детей благополучно прививаются. Вакцины, как и любые медицинские препараты, могут вызвать некоторые побочные эффекты, такие как, например, боль в месте укола, беспокойное состояние у ребенка или незначительное повышение температуры.
Серьезных реакций возникают очень редко. Если у вашего ребенка появляются какие-либо реакции, которые вызывают у вас беспокойство, следует обратиться к врачу. Когда говорят коллективный иммунитет, может показаться, что это что-то абстрактное, научное, но на самом деле это очень простая и жизненно важная вещь, которая защищает каждого из нас, даже самых уязвимых. Что это такое? Коллективный иммунитет – это когда достаточно большое количество людей в обществе имеют защиту от болезни, обычно благодаря вакцинации. Вирусу просто нечем питаться, негде размножаться, и он исчезает или почти не распространяется. Всемирная организация здравоохранения выступает за то, чтобы коллективный иммунитет формировался через вакцинацию. Ожидать, что он сформируется естественным образом, когда большая часть населения переболеет, не только неэтично, но чревато летальными случаями, которые можно было бы избежать. Чаще всего вакцины помогают нашей иммунной системе вырабатывать белки, известные как антитела, которые борются с болезнью так же, как это произошло бы в случае, если бы мы заболели. При этом вакцины действуют, не делая нас больными. Вакцинированные люди защищены от вирусов и бактерий, против которых они были провакцинированы, и дальнейшей передачи заболевания. Это останавливает цепочку передачи инфекции. Как получить коллективный иммунитет? Чтобы получить коллективный иммунитет, нужно вакцинировать большую часть населения, что приведет к уменьшению общего количества вируса, способного распространяться. Это особенно важно в ситуации, когда в нашем окружении находятся дети или взрослые, которым в силу определенных медицинских отводов вакцинация временно или пожизненно противопоказана. Не вакцинируя здоровых детей, мы автоматически подвергаем высокому риску уязвимой категории. Доля людей, которым необходимо иметь иммунитет для обеспечения коллективного иммунитета, варьирует в зависимости от болезни. Например, для обеспечения коллективного иммунитета к кори требуется вакцинировать около 95% населения. Остальные 5% будут защищены благодаря тому, что корь не будет распространяться среди вакцинированных людей. Для полиомиелита пороговый уровень составляет около 80%. Как только допустимый уровень охвата падает, возникает опасность вспышки инфекционного заболевания, способного привести к случаям летального исхода среди детского населения. Почему коллективный иммунитет так важен? Снижение уровня вакцинации населения опасно вспышками заболевания, которые удалось до сих пор сдерживать благодаря коллективному иммунитету. Так, в 2019 году в мире вновь возникла эпидемия кори. Значительная часть зараженных были младенцы. Корь в некоторых случаях может протекать очень тяжело и стать причиной пожизненной инвалидизации. Это заболевание каждый год уносит до 110 тысяч жизней. При этом человечество в силах полностью искоренить эту инфекцию путем вакцинации. Так же, как когда-то человечество победило натуральную оспу. Обеспечение коллективного иммунитета с помощью безопасных и эффективных вакцин делает болезни более редкими и позволяет спасать человеческие жизни. Вакцина – это защита не только для вашего ребенка, но и для всего общества. В условиях, когда многие инфекционные болезни протекают достаточно тяжело, порой с тяжелыми осложнениями, а их лечение обусловлено только поддерживающей терапией, то есть они неизлечимы. Вакцинация важна как наиболее оптимальное профилактическое средство защиты здоровья ребенка. Сегодня проблема вакцинопрофилактики во многом зависит от позиции медицинских работников и прежде всего врачей. Но находясь в этой среде, нередко видишь и слышишь невероятные вещи из уст не только врачей, но и людей, отягощенных разными званиями и должностями. Только в тесном контакте Минздрав, врачи, родители возможно преодолеть сложившуюся ситуацию в обществе по неверию и сомнениям в целесообразности вакцинопрофилактики. Врачи-медики, мы для информации, мы делаем себе тоже вакцины, то есть по возрасту там есть каждые 15 лет необходимый график определенный свой, делаем себе тоже вакцины, потому что мы также находимся в зоне риска, часто контактируем с детьми и неизвестно, какие у данного пациента, который сегодня пришел ко мне, какое заболевание. Поэтому мы, делая себе, мы делая своим близким, родным, однозначно не желаем плохого,
Вакцина – это защита организма от воздействия вот того или иного заболевания. Вакцина управляемого заболевания. То есть, если человек сделал прививку и проконтактировал с больным, который является носителем данного заболевания, его организм уже готов. То есть он не первый раз сталкивается и уже знает, какую ответную реакцию дать при контакте с этим заболеванием. Мы заболеть можем, но мы переносим в разы лучше, чем те, которые не привитые. Самая большая проблема недоверия вакцинам в том, что они завозятся из-за рубежа и не проходят соответствующую лабораторную диагностику в Абхазии. У нас нет такой возможности. Но, по словам специалиста, вакцины, которые представлены в медучреждениях Абхазии, одни из лучших на территории Европы и за ее пределами. Условия хранения, транспортировки и доставки вакцин соответствуют всем международным стандартам. Некоторые утверждают, что существует некий заговор по уничтожению населения Абхазии, и это делается через вакцины. Бдительность родителей, конечно же, здорово, но имеет смысл обосновать это утверждение. Данные вакцины, которые используются в Республике Абхазия, проходят сертификацию. Эти вакцины есть на российском рынке. То есть это не только в Абхазии, это вакцина и не только в Европе. На российском рынке она есть, она сертифицирована, проверена, но находится на платной основе. То есть в Российской Федерации этими вакцинами пользуются. А здесь у нас все бесплатно. У нас вакцины бесплатные. Антивакцинальщики больше агрессию дают. Вакцинальщик, он промолчит. Он как-то вот, я делаю своему, и все. Тихо, молча. А антивакцинальщики, они типа вот за вас, за всех переживают и хотят вам сказать: «Ихашемцан, вот я такой умный один, не делай прививку». Если нас хотят уничтожить, не нас, не только Абхазию, нурофен мы чаще пьем, да? Парацетамол мы чаще принимаем. Хлеб мы больше кушаем, чем мы делаем прививки. То есть, если нас хотят уничтожить, то мамочки, которые антибиотики, да, дают, легче через другой препарат, чем через вакцину, потому что вакцину не все делают. Вот они кормят, грудью не получилось у нее накормить, она берет смесь, так туда же проще в эту смесь все подсыпать. 50% населения, к сожалению, кормится смесью. Вот тебе через смесь введут все, что хотят. Вакцинироваться настоятельно рекомендуем, потому что, опять-таки, повторюсь, на грани вспышки. И коклюш я вам могу сказать, очень тяжело перенесли. Очень много, и у меня было пациентов, которые перенесли в грудничковом возрасте коклюш. И это не из приятных впечатлений было, что у меня, что у родителей. И те родители, которые, к сожалению, на тот момент были отказниками для своих старших детей, которые им принесли домой эту инфекцию, уже стали вакцинироваться. То есть они, к сожалению, увидев это на своем горьком опыте, наверное, мы иногда учимся на своих ошибках и уже приходим к тому, что лучше сделать, чем не сделать. В Абхазию часто приезжает невролог, сомнолог, клинический нейропсихолог, кандидат медицинских наук Григорий Анисимов. У доктора большой опыт работы. Он создал междисциплинарный научно-практический центр по изучению когнитивных нарушений у детей и на этой основе продолжает перспективные научные исследования. В рамках своего визита в Абхазию Григорий Владимирович проводит в Республиканском детском реабилитационном центре консультации для детей с различными заболеваниями, от аутизма до интеллектуальных нарушений и задержки речи. Специалист уверен, что нет никакой связи между РАС и вакцинацией, поэтому рекомендует ставить прививки. Сколько опасно вот этот отказ от прививок? Опасно тем, что ребенок может заболеть столбняком, а ребеночек может упасть, и споры столбняка анаэробные находятся в земле, и ребенок столбняк. Это может быть вспышки, или ребенок может заболеть полиомиелитом. То есть в садике полиомиелит поставили, и возникает у ребенка полиомиелит.
на фоне вакцинации других детей. Это прослойка неиммунизированных детей, что приведет к пандемии и вспышкам новых инфекций, которые десятилетиями избавлялось мировое сообщество. Как это с дифтерией сказалось, с натуральной оспой произошло. Поэтому сегодня разрабатываются новые вакцины, которые опробируются прежде всего на моделях животных. И как не вспомнить здесь ваш центр Абхазии, вашим обезьянкам памятник недаром стоит. Они миллионы людям жизнь спасли, потому что они первые были моделями. Потом на моделях людей все это испытывается. И только тогда разрешается применение у детей или у взрослых. А сначала у взрослых. Поэтому, дорогие родители, я просто обращаюсь к вам, потому что без вас мы ничего не сделаем. Берегите своих детей, вакцинируйте, никого и ничего не бойтесь. Вы главный для своих детей. Их будущее будет зависеть от того, насколько у них иммунная система стабильна. Потому что у ребенка 3 системы главные: нервная, иммунная и эндокринная. А вакцинации – это всегда благо. А все остальное надо разбираться. Почему у ребенка нарушение развития. Нарушение схем вакцинации повышает риск возникновения эпидемии. История медицины знает немало примеров, когда прекращение массовой иммунизации оборачивалось возвращением инфекционных заболеваний. Иммунизация может проводиться и по эпидемическим показаниям для отдельных профессиональных групп, жителей регионов с высоким уровнем заболеваемости, лиц, выезжающих в неблагополучные страны, а также в очагах инфекции. Сегодня у Минздрава Республики Абхазия есть пошаговая программа, как повысить коллективный иммунитет, который он реализует активно. Ведь на сегодняшний день от общего количества детей, согласно календарным прививкам, привиты только всего лишь 20%. Специалисты здравоохранения к будущему году планируют выйти к совершенно другой цифре, в основном за счет проведения просветительской работы. Конечно, антивакцинальщиков много, мифов тоже очень много, но я сейчас не буду говорить даже о научном опровержении, о вреде вакцин. Хочу привести просто практически такой пример. Вот в реабилитационном центре я участвую в составе комиссии по приему детей на реабилитацию. И вот у нас там попадают очень часто дети с психическими нарушениями, с аутизмом. Мы открываем их анамнез, изучаем, и оказывается, что почти все они не привиты ни одной вакцины. Вот вам доказательство того, что не вакцинация является причиной болезни, а там совсем другие глубинные причины, о которых, конечно, можно рассказывать, но уже в другой передаче. На приеме в реабилитационном центре был прекрасная девочка, около 2 лет. Она перенесла тяжелый коклюш в младенчестве. Вот врачи инфекционной больницы наверняка ее знают, потому что она там лежала, была тяжелая девочка. И вот случились очень серьезные осложнения после перенесенного коклюша. Ребенок остался инвалидом. Вот это показатель того, как может коварно протекать некоторые инфекционные болезни у детей и как важно их предупредить. Никаких планов по выполнению процента вакцинации не существует, никаких дополнительных стимуляций, например, медработников за то, что они выполнили ту или иную вакцину, сделали, тоже не существует. У нас только один критерий – сохранить здоровье ребенку. А вообще послековидный период, конечно, привел к резкому снижению, потому что во время ковида мы вообще прекратили проводить вакцинацию, а потом уже процент вакцинации резко снизился во всех регионах, и у нас в том числе. Но сейчас вот мы каждый месяц прививаем около 300 детей ежемесячно, только здесь, в нашей поликлинике. А вакцинации тоже также идут и в школах, но если родители не хотят в детском коллективе провести вакцинацию, например, в школе или в детском саду, добро пожаловать, мы всегда проведем, не отказываем никому здесь, в нашем вакцинальном кабинете.
Неделя осведомленности о важности иммунопрофилактики направлена на повышение знаний населения о профилактике инфекционных заболеваний с помощью прививок. Важно помнить, что при проведении вакцинации среди населения уменьшается количество инфекционных заболеваний, инвалидизации и смертности. Помните, что прививаясь, вы не только защищаете себя и ребенка от заболеваний, но и участвуете в формировании коллективного иммунитета. Таким образом, дополнительно ограждаете от инфекционных заболеваний тех, кто не был вакцинирован из-за наличия объективных противопоказаний. Сделанные вовремя прививки позволяют избежать многих инфекций или перенести их в легкой форме без осложнений. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!